будущий академик 3 академий, родился 20 января 1931 года в урочище недалеко от озера Бере, что в 9 километрах от села Сунтар. Сегодня Иван Афанасьевич Матвеев с гордостью рассказывает о том, что его предки издревле жили вокруг озера Сунтар. Западнее озера Бере ученые нашли стоянку древнего человека. И самое интересное, недалеко от того места, где жили предки Ивана Афанасьевича. Отец Афанасий Иннокентьевич был недюжинной силы, отличался огромным ростом, крепким телосложением. В юности на эсэхе он боролся с сельскими силачами, но о своей силе не любил говорить. Когда организовался колхоз, ему поручали самые тяжелые работы, такие как перевозка груза до поселка Незаметный, ныне город Алдан. Его в народе звали Кюстях-Огонохой. Мать Акулина Андреевна, девичья фамилия Кондакова, была мастерицей, шила на всю семью, вела хозяйство, в колхозе работала дояркой на уборке урожая. Быстрее всех вязала в колхозы снопы, за что получала премии. Отец и мать были безграмотными. Когда началась Великая Отечественная война, из семьи Матвеевых и близкой родни был призван в армию 21 человек, в том числе родные братья. Были у Ивана Афанасьевича и сестры, старшая Матрена и младшая Елизавета. После разрухи гражданской войны началось только восстановление республики и страны в целом. Иван Афанасьевич в 1939-1949 годах учился в Сунтарской средней школе. Учился хорошо, и в числе 3 отличников учебы в июне 1941 года его отправили в Тайбахойский пионерский лагерь. С началом войны отдых был прерван. В те годы Иван Афанасьевич видел тяжелую жизнь родного народа. Еще в юности, как он говорит, начал задумываться, как улучшить жизнь людей в наших суровых условиях, и без колебания выбрал учебу в сельскохозяйственном вузе. Меня родители сказали: давай езжай учиться. Быстро прошли студенческие годы. На 5-м курсе успешно защитил дипломную работу с отличием в 1954 году. По приезде в город Якутск молодой Матвеев назначается главным агрономом управления земледелия Министерства сельского хозяйства Якутской АССР. Через год утверждается директором Сунтарской машино-тракторной станции. Далее начальник райсельхозинспекции, заместитель председателя райисполкома Сунтарского района, 2-й и 1-й секретарь районного комитета КПСС в этом же районе. А с 1962 года учеба в высшей партийной школе при ЦК КПСС. После окончания высшей партийной школы утверждается заведующим сельхозотделом Якутского обкома КПСС. А в марте 1966 года 35-летнего Матвеева пленум обкома партии избирает секретарем по сельскому хозяйству. На этой должности он работал в течение 19 лет, а в 1986-1988 годах возглавлял Госагропром Якутской АССР. В 1988 году Иван Афанасьевич был избран директором научно-исследовательского института сельского хозяйства. Работал до лета 1997 года, а потом стал директором-советником, главным научным сотрудником.
Иван Афанасьевич Матвеев пользуется заслуженным авторитетом среди научной общественности Якутии и Сибири. Свидетельство тому избирался членом президиума Сибирского отделения Российской академии сельхознауки. Сегодня является действительным членом 3 академий. Награжден 2 орденами Трудового Красного Знамени, орденами Знак почета, Дружбы народов, 10 медалями СССР и России. Ему присвоено почетное звание заслуженного работника народного хозяйства ЯССР. Неоднократно избирался членом бюро Якутского обкома КПСС, депутатом Верховного Совета ЯССР. В 2004 году Иван Афанасьевич Матвеев награжден знаком Республики Саха-Якутия «Гражданская доблесть» и стал лауреатом премии имени академика Тихомирова. Является почетным гражданином Сунтарского улуса. Ивана Афанасьевича Матвеева, я вообще-то о нем уже слышал с детских лет. Обучаясь в школе, его выступления по радио, его выступления по телевидению. Очень много писал он в газете. В основном он как партийный работник, как секретарь обкома партии по сельскому хозяйству и как ученый, который занимался экономикой сельскохозяйственного производства. И с точки зрения в основном эффективности сельскохозяйственного производства. И его рекомендации довольно, надо сказать, успешно внедрялись по всей республике. И он консультировал сельскохозяйственное производство, ну тогда совхозы, районные агропромышленные объединения. И тогда самые высокие у нас показатели были по надою молока, показатели по заготовке сена, по сбору картофеля, зерновых и другое. Ну, сельскохозяйственное производство на Крайнем Севере, тогда при Советском Союзе, именно Якутия на северо-востоке Российской Федерации, давала очень, если сравнить, хорошие такие результаты. И на них даже равнялись некоторые областя и края. Но тут, конечно, несомненно, большие знания, которыми обладал Иван Афанасьевич Матвеев, это, конечно, было определенным таким фундаментом для развития нашего сельскохозяйственного производства. Но в дальнейшем уже я, когда учился в сельхозфакультете, в сельскохозяйственном факультете Якутского госуниверситета, уже его воочию видел, его различных заседаниях. Затем уже, будучи преподавателем сельскохозяйственного института, уже с ним познакомился, когда он работал директором научно-исследовательского института сельского хозяйства. Доктор экономических наук, профессор, академик Академии наук Республики Саха-Якутия. Он всегда был авторитетом для не только аграрных ученых, но и для всей научной интеллигенции. Его выступления, его предложения всегда были очень емкими, уместными и всегда имели такой вот именно по делу. Поэтому мы его очень уважали. И он у нас по совместительству работал на экономическом факультете Якутского сельскохозяйственного института, потом Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Готовил аспирантов для нашего вуза. Также он был председателем диссертационного совета, который работал здесь, в Якутском научно-исследовательском институте сельского хозяйства, и готовил кадры для института, для сельхозакадемии, для республики, и за пределами нашей республики тоже готовились кадры, которые приезжали защищаться в стенах Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Следует отметить, что он сочетал партийную работу с научной. Еще в 1961 году участвовал в обсуждении путей научной разработки и проблем размещения отраслевой, внутрихозяйственной специализации сельского хозяйства, развития коневодства в стране. Ну, Иван Афанасьевич Матвеев, у нас
начал в нашем институте работать директором уже в возрасте. Но мы его знали как значит, опытного руководителя сельскохозяйственного производства. Он долго был секретарем обкома по сельскому хозяйству. Поэтому, ну, я думаю, то, что касается, значит, науки, то он уже тоже был таким, так сказать, имел достаточный опыт. Один раз, я не знаю почему, но он меня взял с собой в командировку в Москву, какое-то было совещание. Ну и были еще, значит, последствия. Ну, я там понял, что это его и в научных кругах, и впоследствии очень уважают. И еще одно я хотел бы отметить, да, из его таких вот человеческих качеств. Он за то время, ну, которое я знаю, да, он никогда не сердился, не ругался с людьми, был очень спокойным, был очень таким спокойным, располагающим к себе. Ну и в то время-то у нас института народа было много, и значит, с нами тесно работали эти коллективы опытных хозяйств. Покровская АПХ в то время, значит, очень хорошо работала. Значит, вот, АПХ «Красная звезда», там был руководителем его коллега по партии Иван Григорьевич Тимофеев, ну и АПХ Менделинская тоже. Значит, вот, ну и еще плюс еще это АПХ Чугайская. Вот 4, значит, хозяйства, с которыми он вел очень такие тесные контакты, работы, часто ездил в командировку. Вот. И то, что ну, в то время, ну и сейчас, да, у нас есть вот такие опытные руководители по сельскому хозяйству. Ну, я думаю, вот на них и держалось, и держится, наверное, наше сельскохозяйственное производство. В 1964 году в составе правительственной комиссии разрабатывал научное обоснование проблем социально-экономического развития районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей СССР. В 1966 году был руководителем разработки научной программы развития мелиорации и травосеяния на севере в условиях вечной мерзлоты Якутии. Афанасий Матвеев пришел к нам директором сразу после Михаила Григорьевича. Мы, конечно, там вот тогда был очень большой конкурс, и многие у нас хотели стать директорами. Но в конечном итоге Михаил Григорьевич убедил нас, да и многие из нас знали Ивана Афанасьевича. Мы проголосовали всем коллективом, тогда коллективом проголосовали за Ивана Афанасьевича. И вы знаете, не пожалели. Он пришел к нам в самые тяжелые времена для института. Начало 90-х годов, это вообще было страшное время для науки, когда вообще и деньги обесценились, и все наши зарплаты вдруг превратились в копейки неизвестные. Потом сибирское отделение, от которого мы финансировали, стало посылать нам, ну, буквально мелочь какую-то. Мы не могли содержать институт. И вот Иван Афанасьевич, вот честь ему и слава за то, что он все-таки в то время поднял наш институт. Он добился финансирования из республики. Мы тогда стали называться не ИНИИСК, а научно-производственное объединение Якутское, и пошли и нас стала финансировать республика. И вот этим самым
даже в те времена у нас костяк сохранился. Конечно, мы в те времена потеряли очень много молодежи. Вот поколение, молодежи, которое идет за нашим поколением, оно выпало у нас, можно сказать. Поэтому, конечно, наука пострадала очень сильно. Но вот Иван Афанасьевич, он золотой души человек был. Казалось бы, он ведь не научный работник, он организатор хороший, он республиканский, был и в обкоме, секретарем обкома партии, и был председателем Госагропрома, то есть он всегда занимал такие высокие руководящие должности. И когда пришел к нам директором института, он вот весь свой опыт, весь приложил. И вы знаете, очень быстро разобрался в хитросплетениях науки, очень быстро. И он во всем разбирался. В картофелеводстве – пожалуйста, в зерноводстве – пожалуйста, в животноводстве – то же самое. То есть он во всех сферах очень хорошо понимал, что нужно дальше вести. Вот при нем я вот уже говорила, нас взяла республика на финансирование, и в те времена мы перешли на хозрасчет. Я вот помню, в его времена у меня, например, вместо лаборатории картофелеводства стал отдел картофелеводства. Мы брали сотрудников на темы, которые нам утверждал Госагропром, и финансировал Госагропром, и в результате получалось у нас так, что у меня в лаборатории оказалось 28 человек. Это огромное количество людей. Если учитывать, что сейчас у нас лаборатории в институте многие составляют 2, 5, 6 человек, то это очень много было тогда. Кроме того, Иван Афанасьевич очень хорошо разбирался в нуждах республики. Он понимал, что вот сельское хозяйство невозможно без научного сопровождения, без науки. И всеми силами и возможностями, а возможностей у него было очень много, он нас поддерживал и подвигал на то, чтобы мы как можно больше занимались внедренческими работами. Вот при нем как раз у нас развилось семеноводство достаточно сильно. Мы создали семеноводство зерновых культур, кормовых и картофелеводство, естественно. В те времена, ну вот мы вспоминаем, конечно, очень часто те времена, 90-е годы, и то, что вот нам все-таки в те времена пришел Иван Афанасьевич, это очень было хорошо для института. Коллектив практически сохранился весь, и он во все вникал в мелочи какие-то, вникал не только в научную деятельность, ну вот я, как сказала, уже в производство тоже. Конечно, мы всегда, вот я лично, ну у нас сейчас, конечно, институт в основном из молодежи состоит, из тех людей, которые помнят Ивана Афанасьевича, осталось совсем мало. И я вот всегда его вспоминаю добрым словом. Теоретически обосновал концепцию создания агропромышленных зон-узлов в регионах промышленного освоения недровых богатств севера. Научно обосновал необходимость особого подхода при разработке финансово-экономического механизма создания социально-экономических условий в районах проживания малочисленных народов севера. Впервые в аграрно-экономической науке разработал региональную методику определения эффективности интенсификации отрасли сельского хозяйства. Под руководством Ивана Матвеева издан большой труд «Атлас сельского хозяйства», который признан одним из лучших в стране.
Иван Афанасьевич Матвеев, мен отой учителем, мен кандидатской диссертациям руководителя, мен кинеха аспирантура кирем, мен успешно веренем, мен кандидатской бен защиталабытым, онно кандидатской бен защиталабыттаныла, кини бу күн хириттен барыягартылы кини халалтатынан бу институтка үлелен келдим. Иван Афанасьевич 1993 жыллаққа Жапускай коракка аспирантура арибыта, ол аспирантура арибыта гарбихиге бастакы аспираннары кiri. Ondan 1993 жыл бітәхегер уже диссертационный хебет арибыта. Ол диссертационный себет 2-6 жыл гадылы үлеләбіті, ол туқараманна әлбәқ кіхе защиталан кандидат экономических наук болбыттарады. Ити үләға барда, ити хебет үлелерігер 2-3 жылдан 2-6 жыл гадылы бардын Иван Афанасьевич Халаян әлбәқ ученые тахарбыта. Кені улахан ученый биге республикавыт улахан тытан қағайыстыватын ученая экономист ученый ете әлбәқ аңардас монографията 15 штука. Кені бәйті 15 монографиялар, кені бәйті сұрыйбыт монографиялары, хоғытық авторда құрыйбыт монография. Оны тағанан әлбәқ атын жоны күтті монографиялары балылар. Қолыбыра бігі бұл манна кені үлелерін кечігіретін тұрабыт, бұл бігі күн айы остол бұтығар тұттан кені үлелерін ұламыт көрін, білігін дағаны онын салайтары олырабыт, қолыбыра бұл тұрар keçigirehen turar kinigeler bari, kini hoğotoktu ülelebit monografyalara. Bu ühe turar atla сельское хозяйство Якутские СССРден наха улахан Иван Афанасьевич үлете турар, кини есе министр сельское хозяйство эрдағаны оңыр бұт үлете. Бұл үлені білеген манны үле кини кенниктен бір де итінне улахан үле оңғылылық, итінне бүтін үтігер барытыгар географтары кыттыһыннаран туох бар картаға қанна нык отырасылы қайдақ хайыннар яқпа хөбүй қайдақ пазбетші барын карта хурулха жаңаха үчүгай карта билген дағаны биһиге маны туханабыт министерство сельское хозяйство үлехиттере метини барын туханан специалисттар бары билген да туханаларабыт. Оны таханан атта бу манна Иван Афанасьевич хами битехек монографията битехек үлете турар. Ити үлетин биһига рукопись курдык каллар бута 2-3 13 жыллаққа кинигени бечеттен тахар бұппыт. Иван Афанасьевич биһиги кәккәбететтен 2-12 жыллаққа бар бұта, ити киниге өлбүтін кенне таққа бұта. Бұ кинигеға Иван Афанасьевич кәрехін күрдік бәйтін, олығын бәйтін, көрүлерін бәйтін, тұхынан қайдақ үлеләбітін, қамнабытын, тұхынан сұрый бұ кинигеттеді. Бұ киниге ата doydu var doydum canım tuhugar diye. İti üçü bay Iván Afanasyevich bitehek müemtila kurduk bular. İtinne baydık tuğ var bahanatın onna воспоминанияларым бартын сурый быккини кетеди. İtikini gene bilin ki bihi kini al sir manna bu stavkaga bihi emekillerin turabı min непосредственно bu institutka üleler kemer Iván Afanasyevich salaltatınan oңарбыт улахан üleler bitin Иван Афанасьевич кыттабиге үлелер бититтен хамый улахан үлетинен продовольственный баланс республика Саха-Якутия ден биге бо биге кайдак бебитин аханан кайдак аспытын өлбүтен бихарынан олорор бутун республика кенен үлени оңор буппут ити продовольственный баланс республики Саха на 2007 и 2011 годы день этеди ити 11 жыл гадылы 2 жыл 11 жыл гадылы
кайдак продовольственный баланс, кайдак канна, кайдак обеспечение, канна бэбит обеспеченных потенциаль канна завоз надатын деген улустарынан бартын оңоттор бута. Бу продовольственный баланс үлетен бириге Иван Афанасьевич үлетен кені, халғабы кені идеяларын салғаммыд, биhi былырын әме продовольственный баланс и прогноз продовольственный баланс 2035 года ден үлен оңыр бұппыд. То есть биhiге білеген дағаны Иван Афанасьевич сағалабыт үлелерін салған үлелі олар обыд. Оны тағынан Иван Афанасьевич программалар Хурьярга, Уссурьярга көмөлөһөн основном бастакы программаларының барда опять-таки Иван Афанасьевич Сюбетинен аматынан оңохуллубуттара программа развития сельского хозяйства. Оны таханан Иван Афанасьевич уже қастағаны система ведения сельского хозяйства ден улахан үлелері салаян кені әме көрдерін оңорбута бұл маннаме выставка бұтығар ол үлелер туралылар. Онтон бихигини кытары колобра билген бу бихиге үлели хыджар сотрудниктары кытары кені разработка региональных норм и методика расчета нормативной себестоимости продукции сельского хозяйства дени халаян үлелеп бите. Бу үлелер бе пихияка билген дағаны субсидия ағарға жақайын тухалан үлели олар бу үлелер бе колобра манна ме бу качегерехен тураллар бу бихиге ити Мин бәйем отой Иван Афанасьев салалтатынан үлелебит үлеметинне. Отон Иван Афанасьевич туһунан кәпсир боллақына кене элбәк кихи научный руководителя болан докторскай, онна кандидатскай защиталыларыгар көмөлөспүтэ элбәк бирге үйереппит оголора билигинде үлели хыджаллар сельхоз академия үлелилер бир Нячта Захарова Виктория Александровна уже колледж, финансовый колледж директорынан үлели олорор. Тюрютина Марьяна Михайловна сельхоз академияга экономический факультет кафедратыгар заведующейнен үлелир Ароднина Наталья Владимировна опять же сельхоз академияга деканынан, экономический факультет деканынан үлелилер. Ити курдук элбак үйренячилere докторская защиталатылар. Оньян кына мен бітехіктәғын етекпен бағарамны Иван Афанасьевич жылалары өсі дағаны хағалабыт үлеленен, үйренячилere үлелен кіне идеяларын олыққа күллері туралылар. Иван Афанасьевич возглавил правительственную комиссию по разработке системы ведения агропромышленного производства республики до 2005 года. Издана отдельной книгой, первой не только в Сибири, но и в России. В 2002 году Иван Афанасьевич Матвеев руководил разработкой новой концепции по корректировке стратегии, проводимой в республике аграрной реформы. На основе этой концепции была разработана президентская программа социально-экономического развития села Республики Саха-Якутия на период 2002-2006 годов. Иван Афанасьевич Матвеев, прямо скажу, был человеком приятной внешности. А это человеческий фактор, тем более для руководителя крупного масштаба, всегда для аудитории имел особое значение. Был он в аграрном секторе экономики республики и руководителем, и ученым. А умелое сочетание их ему позволило трезво оценить политику, идеологию, технологию, организацию труда и тем самым перспективы развития сельского хозяйства республики. Да, те десятилетия руководства аграрным сектором Иваном Афанасьевичем в республике были достигнуты
наилучшие объемы производства земледелия и животноводства. Я, будучи рядовым специалистом-практиком, молодым ученым, последующим коллегой в системе научно-исследовательской работы, раз слушал его выступления в формах разного уровня. Говорил он всегда довольно долго, обстоятельно, на аналитическом плане. Возможно, особенно для сельского труженика, несколько продолжительно. Ведь каждый оратор имеет свой критерий, стиль, уровень изложения фактов и мыслей в определенное время. На ученом совете Академии наук Республики Саха-Якутия, где он был действительным членом, зал всегда ожидал, что скажет Иван Афанасьевич, и его прислушивались. Иван Афанасьевич несколько раз работал председателем государственных экзаменов при ЕГЭС. И, пожалуй, был самым, кто есть спокойным экзаменатором. Тем снискал уважение членов комиссии и рада студентов-выпускников. В образе Ивана Афанасьевича была отображена непоколебимость характера. Было видно, как он страдал от свержения советской власти и до конца жизни остался верным идеям социалистического развития общества. Вся его трудовая жизнь прошла на высшем эшелоне власти. Но он прежде всего оставался человеком душевным и подчиненным, простым гражданином общества, честным руководителем республики. И известно, Иван Афанасьевич имеет громадные заслуги в открытии сельскохозяйственного института Якутии. В то время говорили, что Иван Афанасьевич близко знаком с Горбачевым. Два человека из одной партии, партийные руководители, одной профессии, две разные судьбы. Один из них руководил высоким государством, другой — Северной Республикой. К сожалению, первый из них, по признанию народа, предал идеалы социализма. И сегодня в глубокой старости доживает лимит жизни за границей. Второй с почтением жил, трудился в родной республике. Это Иван Афанасьевич Матвеев. Иван Афанасьевич Матвеев выступал с докладами на научных конференциях в Москве, Мурманске, Норильске, Салехарде, Ленинграде, Магадане, Тюмени, Петропавловске, Камчатском. Он также выступал на международных конференциях и симпозиумах, проведенных в Канаде, Исландии, Норвегии и США. Избран членом оргкомитета Международной ассоциации ведущих ученых-аграрников, работающих по проблемам развития сельского хозяйства в циркумполярной зоне планеты. Его труды опубликованы в США, Канаде, Норвегии, Исландии, Монголии и получили мировое признание. Ну, Ивана Афанасьевича Матвеева наверняка более старшее поколение знает почти все. Он работал секретарем областного комитета партии именно по сельскому хозяйству, был председателем Госагропрома Якутской АССР, был депутатом Верховного Совета. О деятельности государственного и политического деятельности наверняка будут говорить другие мои коллеги, а я хотел бы остановиться как научный сотрудник, как заместитель директора, который работал совместно под его руководством в нашем институте о научной деятельности.
Иван Афанасьевич Матвеев к нам наш институт возглавил в конце 1988 года. После нашего бессменного директора, имя которого носит наш институт, Михаила Григорьевича Сафронова. С тех пор он возглавил наш институт. Период его работы директором совпал с 90-ми годами. Ну, уважаемые коллеги, вы знаете, в 90-х годах как было трудно, когда люди заработные платы не получали, когда была мизерная заработная плата. Ну вот, я что хочу отметить. В этот период он спас наш институт, институт сельского хозяйства, так как его связи, его работа и в областном комитете партии, его работа и в правительстве, его работа в Госагропроме, или сейчас это Министерство сельского хозяйства, помогло нам выжить в этот период. А как выжить? А выжить очень, казалось бы, очень просто. Для каждого человека, для каждого сотрудника, для каждого заведующего это самое главное, тот период была заработная плата. То есть заработную плату получать не мешками муки или сахара, как получали сотрудники других институтов, в том числе Сибирского отделения Россельхозакадемии. В этот период наше финансирование составляло от Сибирского отделения Россельхозакадемии, то есть федерального бюджета, примерно 20-25%. Остальное мы получали из бюджета Республики Саха-Якутия. Вот поэтому мы ежемесячно получали заработную плату, то, что нам полагается. Благодаря этому у нас, нашего института, в этот период почти никто не уволился, все получали заработные платы, и нам была дана возможность работать, творить в этот период. Ну, Иван Афанасьевич Матвеев, он человек очень порядочный, он никого не ругал, он не вызывал в кабинет, чтобы отчитывать кого-то. На ученых советах, как называется ученый совет, он советовал, как нам провести работу. Поэтому в этот период мы очень плодотворно работали. И в этот период, его период, когда он был директором, мы творили и получали очень хорошие результаты. Я могу говорить о Иване Афанасьевиче и как замдиректор. Я 1994 года стал заместителем директора, генерального директора, то есть Ивана Афанасьевича Матвеева, и стал курировать направление животноводства и ветеринарная медицина. Иван Афанасьевич нам полностью доверял. Наши направления по животноводству и ветеринарной он всегда поддерживал, так как он к нам перешел кандидатом наук, экономических наук, и в 1989 году он защитил докторскую диссертацию. Как видите, он имел уже свой вклад в развитие науки, уже будучи чиновником, политическим и государственным деятелем. В последние годы Иван Афанасьевич, благодаря ему были открыты аспирантуры. У нас раньше аспирантур, в нашем институте была только одна аспирантура по гельминтологии, который возглавлял Михаил Григорьевич Сафронов. А при директорстве Ивана Афанасьевича были открыты аспирантуры и по ветеринарной медицине, по растениеводству, по животноводству. Самое главное еще это подготовка научных кадров. У нас в те времена было мало докторов наук. В этот период директорства Ивана Афанасьевича, были защищены кандидатские диссертации и, самое главное, ряд и плеяда докторских диссертаций. Благодаря этому у нас были открыты диссертационные советы
по 3 специальностям: по растениеводству, по ветеринарной медицине и, конечно, по экономике. Это нам дало возможность подготовить научные кадры подготовленные и по экономике, и ветеринарной медицине, и по растениеводству. В настоящее время работают не только в нашем институте, но и в других учебных учреждениях, имеется в виду Государственном технологическом университете, бывшем ЕГСХ, в котором он в одно время заведовал кафедрой. Это тоже он внес ощутимый вклад в развитие аграрной науки. Мне бы хотелось, чтобы 90-летие Ивана Афанасьевича Матвеева мы отметили конференцией, семинарами, и желательно бы подготовить книгу воспоминаний о нашем директоре, о нашем коллеге, товарище и, самое главное, о государственном, политическом и научном деятеле. По его инициативе и при активном участии в ЯНИСХе создана целевая аспирантура по 7 специальностям, в том числе специализированный диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций по специальности экономика и управление народным хозяйством. Вот поддержка 2 президентов даст значительный импульс социально-экономическому развитию села в целом, чтобы обеспечить развивающиеся промышленные наши узлы, город Якутск, ну и само село высококачественной продукцией, которую мы производим. Мен Иван Афанасьевич Матвеевича тыгынча 900 биян асылтан хонтар рыноттан биге үлеләһен һаглаппыт. Онна кини хонтар райкомугари 2 секретарьта мен Тойбогойга станатның колхоз председателете. Ол кенитен алтын хыллаттан Иван Афанасьевич манна Жокуткайга кален партия комитетыгайствына ден заведующий үлеләбите 2 жыл. Онтан тыгайстватын вопростарыга партия комитет секретарынан талылдан 2 жыл үлеләбите. Кини берди ухунук тыга партия комитет секретарынан үлеләбит тие уак. Иван Афанасьевич туунан итер буллахата Бишигер республикабыт Хакабыт республикатын тыган кайыстыбытын хайдыта векелиңи биян хылларга кинатын гытта хивестах. Иван Афанасьевич тыгайыстыбытын гартера битүяскабит үлеләбе кейвигитинен тыгайыстыбытын вапурастырын тоқтан хүлдәктик ишведдик билер. Ванна кейте вапурастыры кені дереңнек Корутан дереңнек ырытан жайар. Иван Афанасьевич Матвеевтің 1915 жыллақтын бисемин. Ол эме туспа сториялах. Мен 2 жылга болгур орто школатын Аммар районугар бүтереммин. Университетка физико-математический факультет математическа салатыгар үйрәккә килбитим. Оны жылка хан бербитинен бу эме первый курска Иван Афанасьевич улахан ола Александр үйрәккә килбите. Иннегенен бу этинне билсибит. Оннотон ыкса билсибиттен эме туспа историялах ити хагана Иринегер центральный улус Орион оғыларын опсайға қылбаттар еді. Жуас олар оғыт дед. Инне қадан қораққа бәм түйеті бар Портуова Ульяна Михайловна олар бұтым. Инне қадан де қораттар демі бесіп бет. Саша Матвеев, Валера Холхолап, онна Мерканскайттан біліңе әбән бұтан тайдағын жар Афони Константина болын дөрдүйін сұқсырын жар дебет. Иван Афанасьевичка дейтер кәлеммит, онно
билсибит. Кини кергенин кытта, Мария Васильевна кытта, кини шейин ахан юлин аап. Ордук мен сами тәлдәктә җип булам ди. Туян ки битнан камтымды оларбын. Келемин манна диттана харбын. Наа сөйлөртүн сашалакка. Унутон Иван Афанасьевич ки битнан олок жакчы. Хүдда барысту эте. Мен улагана кини опком би салайын хәтедин хайдара төбөр кибә күрдүк эте. Хайдар барысту баадык истейин баадык капситер. Мен онно 100 кускады хөҗҗән арай 90-юга автобус сыры хүдда гарахан эте. Ами биен градус тыбыстымдыга билет сокол бутугар. Сашылын барыкка ден капсепит. Онно билет сугор Иван Афанасьевичтин итачы болду. Баалста амбаалны хатар машината болан береге көмөлөстүн. Онно кини бетин кара чондай волгатын улассыбыта. Онно аммати биппит эмеле өсөтүмны биеттин тахар градус машина хох болурганды. Эде бихи сашылын попорудын көрдүһөн болурга ти эме брактардыпт. Тот тосуньо бүтүтүгөр. Онта калбетим кенна Иван Афанасьевич кырадык хемелебите. Аммалды же иддихтаата, онен томолурга брактардым же. Окунан баран мөхпетова. Онтон үрава бүтерен барамын ленгракка факультет прикладной математики процесса управления деньга. Аспирантура килбитим, мана Иван Афанасьевич ден ден өйәбите. Онна тон бурутун бу улам тухары сөбели амалы хиджар улахан ага убай болбута. Иван Афанасьевич улага дәриттен салайыр үләгәлләрдә кені хуптарга 31 сағаттан тору секретар, первый секретар болбута. Онна бу 6-12-6-14 жылдарга сыка ихинен бар партийный, высший партийный юракка юренен. Онно онтон бүтен баран обкомга келен үлләбите. Бастан отдел начальнигынан онтон бу обком секретарынан тыхайсты өтөр. Агын 5 жылдан агын тоскандан Госагропромо алайбыта. Онна агын тостан бу Якутская ден бу тыхайсын научный институтун кытта бар опахалары барады бике холбан эме улахан телте генеральный директор үлләбите. Бу кеннеке билген Хевескай Булас тоқтауыдың кәнеттен Денисқа ден төттірі атын олбыта. Мен 2 жылаға ақсаниға илтімен депутаты болбытым. Онны бастағынна комитетке бастан мәселелі олбәштінен онна 2-5 жылдан 2 асыллақанды бұл аграрный политикаға онна сері туханныга комитетке председатель үлләбит. Манна кені программа, президентская программа тулутугар биги парламентская истинниги тәрәтибит. Манна кені халар тәлтәтә ученайдар бията экономическая нокодмуктар быһытынан улахан клаты килдер биттер рекомендация битер. Онна 2-нче айтта 15 жылдагы 2 улахан программаны, президентская программалар битер эме төхүкүс болбуттара. Иван Афанасьевич бу соконы оруга соконы билиге бета оннутун дах шүметамата бу мен үлер кемер дах тухалах онна чөпчулах надлах этедин этебин. Кинини Иван Афанасьевич хайда курдук сунтара сөбүлүрүн таптырын мен кини аган сагын тобутун кенна бу 2-15 жыллакка сунтарга бар хаджиппыт. Бу кини честәне тедиге Саны каршы жүркөп очутагы илтимен
оньягын мәсәлән сол биячита онна сунтар танхан кас бестегүл таллы санеге шуарап боламыт онна сунтар булган муньяга тестәңгәр дивтин онна кукунуга аграрный школалар мустандар республиканской муньяга биттергәр онна Иван Афанасьевич туһунан үддә үчүгәй истек тыллары истеммен билиңәңел бу мен өйбер калбыт. Онна кукунуга кине атынан экономический класс терелибите. Иван Афанасьевич түйін месивитим кинени кытта бу улукпар илкемге сыйдан кини сөбетен амасын бұппыттан үддән денкен туттабын, онна олонын билинге улукпар үддән ден тухалабын ден етебін. Смотрел, значит, этих лошадей, осматривал обычно. Потом долго разговаривал с табунщиками, что да как. Ну, он еще плюс к этому, потому что он был близок к коневодству, еще он был очень заядлый охотник. И так получилось, когда мы ездили оттуда с Малтанцев обратно, значит, это в город. Он много рассказывал про охоту, а потом так получилось, что мы, то есть я с ним стал тоже ездить. Обычно ездили на Тетеревов, на Глухаря, на Тетеревов, так. На крупных копытных что-то я ни разу с ним не был. Ну, попытки были, но у нас не получалось. А по Тетеревам, значит, это, ну, я знал места, где можно, значит, добыть эту птицу. Ну и мы часто ездили осенью туда. Ну и, значит, это, он очень радовался, когда мы, значит, добывали. Иван Афанасьевич с супругой Марией Васильевной вырастили дочь и 3 сыновей. Мария Васильевна более 30 лет работала старшим и ведущим специалистом отдела кадров Министерства сельского хозяйства Якутской АССР. Дети получили высшее образование и успешно трудятся, а я мог плодотворно трудиться. Иван Афанасьевич очень благодарен своей супруге. Именно благодаря ей наша семья счастлива. Burahini gay merin kösügen, onman kapsetigen, onlukça hıcır olar bu. Tütünle Faktiska menet üspek. On ne biter? Ete. Onun opozilde fatır da burada. Bu zanani seminer sekreteri part организации. Иван Афанасьевич – это настоящий пример самоотверженного служения своей родине, Якутии, сельскохозяйственному производству и науке. Таким он всегда у нас в нашем мировоззрении остался и будет. И надо 90-летие Ивана Афанасьевича Матвеева 20 января отметить достойно и дать то, что он заслужил. И тогда наши потомки, наша молодежь будет брать пример. Я, например, Ивана Афанасьевича очень уважал, с ним близко знаком был, с ним советовался во многих вопросах, и он был для меня непререкаемым авторитетом. Таким он и остался. Я когда смотрю его учебники, его монографии, это очень эрудированный, глубоко мыслящий человек, который хотел только одного – это высокого благосостояния нашего народа. Особенно селян, которые работают на селе, которые
трудятся на земле, которые выращивают экологически чистую, натуральную продукцию. И, конечно, это наш народ, который несет эту не только материальную, но и духовную культуру. Он работал над их проблемами, и у него очень много получилось. Очень много получилось. Поэтому, если мы будем так работать, как он, в наших условиях, не думая, что о сегодняшнем своем личном, а думая об обществе, думая о людях, вот тогда у нас будут результаты.